За 9 дней до того, как Кош охватит пламя, в кабинет временного куратора силовых структур Кыргызстана вошел человек, которого не было ни в одном журнале регистрации. Было около 11 вечера 10 июня 2010 года, время, когда охрана уже не записывала посетителей с определенным уровнем допуска. Этот визитер входил в негласный список из 7 имен, имевших право на так называемые невидимые встречи, и когда он вышел спустя 40 минут, дежурный офицер заметил, что генерал Болот-Шер выглядел так, словно только что услышал приговор. Лицо его было бледным, губы сжаты, а правая рука непроизвольно сжимала и разжимала ручку служебного кресла, тот самый жест, который сослуживцы знали как признак внутренней бури. О чем они говорили той ночью, никто не узнал, но уже через несколько часов юг республики превратится в территорию, где закон перестанет существовать, а генерал окажется перед выбором, который определит судьбу сотен тысяч людей. Чтобы понять, что произошло в те июньские дни, нужно вернуться на 2 месяца назад, в апрель, когда страна еще пыталась оправиться от шока государственного переворота. 7 апреля 2010 года режим президента Бакиева рухнул под натиском народного возмущения, событие, которое официальные источники назовут революцией, а критики припишут к спланированному захвату власти. Временное правительство, возглавляемое Розой Атунбаевой, приняло бразды правления страной, балансирующей на грани хаоса, силовые структуры деморализованы, экономика в коллапсе, а на юге, Волжской и Джалалабадской областях между кыргызским и узбекским населением назревает конфликт, корни которого уходят в события 20-летней давности. Узгенские столкновения 1990 года. Болот-Шер, кадровый военный с безупречной репутацией, получил назначение, о котором большинство офицеров могли только мечтать. Он стал временным куратором всех силовых ведомств республики, человеком, который в критический момент мог отдать приказ применить оружие или, наоборот, удержать солдата от выстрела. Это была власть абсолютная и одновременно призрачная, потому что в условиях переходного периода любое его решение могли оспорить, любой приказ проигнорировать, ссылаясь на неясность полномочий. 29 апреля, ровно через 22 дня после переворота, в Волжской области зафиксировали первые тревожные сигналы: стычки между молодежью на рынках, провокационные листовки, призывающие к этнической мести, слухи о том, что кто-то скупает оружие у демобилизованных солдат. Военная разведка докладывала о появлении в регионе людей спортивного телосложения, приезжавших из других областей без видимых причин, их задерживали, передавали в милицию, но они загадочным образом исчезали из протоколов, словно растворялись в воздухе. Шер требовал объяснений, но получал лишь бюрократические отписки: нехватка кадров, неразбериха в базах данных, потеря документов в суматохе апрельских событий. Одновременно с юга шли рапорты о росте межэтнической напряженности. Узбекская молодежь в возрасте от 20 до 35 лет организовывала дежурство в своих кварталах, опасаясь погромов. Кыргызские активисты проводили митинги, на которых звучали требования пересмотреть земельные споры и вернуть историческую справедливость. Каждая из сторон считала себя жертвой, каждая готовилась защищаться, и в этой взаимной подозрительности вызревало нечто страшное, предчувствие насилия, которое, как показывает история, всегда сбывается. К началу июня ситуация стала критической, но Временное правительство было парализовано внутренними противоречиями. Одни члены кабинета настаивали на жестких превентивных мерах, другие боялись, что любое применение силы спровоцирует обвинение в диктатуре и вызовет новую волну протестов. Болот-Шер находился между этими двумя лагерями, и его позиция оставалась загадкой даже для ближайших соратников. Он был известен как генерал, который никогда не действовал импульсивно. Каждое его решение основывалось на многоступенчатом анализе рисков, на взвешивании не только военных, но и политических последствий. Некоторые называли его осторожным, другие — дальновидным, но все сходились в одном: Шер был человеком, способным видеть на несколько ходов вперед, словно играл в шахматы, где ставкой были человеческие жизни. И именно эта способность сделала его ключевой фигурой в событиях, которые начнутся 10 июня. Но что он знал в тот момент, когда таинственный визитер покинул его кабинет? Было ли это предупреждение о готовящемся заговоре? Или, наоборот, приказ не вмешиваться, пока ситуация не выйдет из-под контроля? Архивы молчат, свидетели уклоняются от прямых ответов, а сам генерал, если верить тем немногим, кто общался с ним в последующие годы, хранит это в абсолютной тайне. Существует документ, о котором большинство кыргызстанцев не знают до сих пор: внутренний меморандум силовых структур, датированный 8 июня 2010 года,
где говорится о необходимости разработать протокол действий на случай массовых беспорядков с этническим компонентом. В нем нет упоминания конкретных мест или дат, но есть фраза, которая заставляет задуматься. Применение огнестрельного оружия разрешается только по прямому приказу куратора силовых структур после согласования с главой Временного правительства, за исключением случаев непосредственной угрозы жизни военнослужащих. Эта оговорка «после согласования» означала, что даже если бы Шер хотел дать команду стрелять, он физически не мог сделать это быстро, нужно было дозвониться до Атунбаевой, получить ее письменное подтверждение, оформить приказ через канцелярию. В условиях хаоса, когда счет идет на минуты, такая процедура превращалась в бюрократический тупик, заранее запрограммированный паралич системы. Кто-то очень умный заложил эту мину замедленного действия в самое сердце командной цепочки, и теперь, спустя годы, эксперты спорят, было ли это намеренной саботажей или трагическая ошибка людей, не понимавших реалий чрезвычайных ситуаций. А может быть, это был тот самый секретный приказ номер 1, о котором говорят шепотом в кулуарах, неписанное распоряжение не применять силу ни при каких обстоятельствах, чтобы не дать повода международному сообществу обвинить новую власть в кровавых репрессиях. 10 июня 2010 года, когда большая часть страны готовилась к выходным, в Оше произошел инцидент, который стал детонатором катастрофы. По одной версии, все началось с пьяной драки между кыргызскими и узбекскими парнями возле ночного клуба, по другой, это была спланированная провокация, когда неизвестные лица одновременно напали на представителей обеих общин, заставив каждую поверить, что виновата другая сторона. К вечеру слухи разнеслись по городу с фантастической скоростью, узбеки убили кыргыза, кыргызы сожгли узбекский дом, милиция стреляет по толпе, каждый слух обрастал жуткими подробностями, и к полуночи обе общины были на грани паники. Шер получил первый доклад около часа ночи 11 июня. В Оше собираются толпы, есть сообщения о поджогах, милиция не справляется. Он немедленно связался с Атунбаевой, но та находилась на встрече с международными наблюдателями, обсуждая предстоящий референдум по новой конституции, и не могла прервать переговоры ради ситуации на юге, которая, так ей доложили помощники, находится под контролем местных властей. Это была фатальная ошибка. Пока столичные чиновники убеждали друг друга, что все не так страшно, в Оше уже начался ад. В ночь на 11 июня толпы кыргызской молодежи, вооруженные палками, арматурой, холодным и, что особенно страшно, огнестрельным оружием, двинулись на узбекские кварталы. Они шли организованно, почти по-военному, впереди разведчики с рациями, за ними основная масса, сзади группы поджигателей с канистрами бензина. Узбекская община, предвидя такой сценарий, тоже не сидела сложа руки, на перекрестках стояли импровизированные баррикады из автомобильных покрышек и строительного мусора, мужчины дежурили с охотничьими ружьями и самодельными дубинками. Когда две силы столкнулись, город содрогнулся от взрывов, криков, звуков бьющегося стекла и автоматных очередей. Самым шокирующим эпизодом той ночи стал захват кыргызскими погромщиками бронетранспортера, до сих пор не ясно, отняли ли они его у растерянных солдат или получили при попустительстве кого-то из командиров, но факт остается фактом. Боевая машина, предназначенная для защиты граждан, стала орудием их уничтожения. Под прикрытием ПТР толпа врывалась в узбекские кварталы, поджигала дома, и те, кто пытался бежать от огня, попадали под пули. Свидетели описывают эти сцены сдержанно, но даже сквозь обтекаемые формулировки пробивается ужас. Люди не могли покинуть горящие здания, раздавались выстрелы по покидающим свои дома, жертвы были с обеих сторон, но масштаб разрушений в узбекских районах несопоставим. К утру 11 июня стало очевидно, это не стихийный бунт, а катастрофа национального масштаба. Временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час в Оше, но эти меры запоздали, насилие уже вырвалось на свободу, как джин из бутылки, и загнать его обратно было невозможно. Войска, введенные в город, получили противоречивые приказы. Одни командиры велели разгонять любые скопления людей, другие запрещали применять оружие без прямой угрозы жизни, третьи вообще избегали вмешательства, опасаясь стать мишенью для обеих сторон. В этой неразберихе самым странным было отсутствие единого командования. Шер формально имел право координировать действия всех силовых структур, но на практике каждое ведомство действовало автономно, ссылаясь на особенности своей ведомственной подчиненности. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно саботировал централизованное управление, превращая армию и милицию в разрозненные отряды, не способные остановить хаос. Кто это был? Амбициозный генерал,
мечтавший занять место Шара? Политик, заинтересованный в дискредитации Временного правительства? Или внешняя сила, которой было выгодно погружение Кыргызстана в пучину гражданской войны? Каждая из этих версий имеет своих сторонников, но ни одна не имеет окончательных доказательств. 12 июня пламя перекинулось на Джалалабад, второй по величине город Юга, где межэтническая напряженность была не менее острой. Сценарий повторился с пугающей точностью: слухи, толпы, поджоги, стрельба. 13 июня узбекская община в Оше попыталась организовать оборону. На перекрестке, который местные называют Сампа, выросла баррикада из машин, бревен и мешков с песком, а за ней вооруженные мужчины заняли круговую оборону. В тот же день в районе Нариман произошел инцидент, перевернувший риторику конфликта. Узбеками были убиты начальник милиции Карасуйского района и его водитель, жертвы, принадлежавшие к кыргызской стороне, что дало повод говорить о насилии с обеих сторон, хотя масштабы разрушений в узбекских кварталах по-прежнему превышали любые ответные действия. Это убийство стало переломным моментом для тех, кто пытался представить конфликт как одностороннюю агрессию. Теперь каждая община могла указать на своих жертв, на свои разрушенные дома, на свои похороны. Истина утонула в море взаимных обвинений, а те, кто действительно знал, как все начиналось и кто дергал за ниточки, предпочли молчание. И среди этих молчальников фигура Болота Шара, человека, который единственный мог отдать приказ, способный остановить кровопролитие. Почему он не сделал этого? Или все-таки сделал, но приказ был саботирован? Где находится тот самый документ с грифом «секретно», который мог бы пролить свет на самую мучительную загадку ошских событий? Представьте себе на мгновение, что вы, военный, посвятивший жизнь защите своей страны, поднявшийся до высших эшелонов власти благодаря профессионализму и верности долгу. Теперь представьте, человек, которому вы безоговорочно доверяли, которого считали братом по оружию, вдруг саботирует ваш приказ, обрекая сотни людей на гибель. Именно это, как утверждают некоторые источники из военных кругов, произошло с Болотом Шером в те критические дни. Согласно этой версии, Шер действительно разработал план по стабилизации ситуации. Он предусматривал ввод усиленных контингентов войск в Ош и Джалалабад, создание буферных зон между этническими кварталами, эвакуацию мирных жителей из зон столкновений, самое важное — применение оружия против любых вооруженных групп, независимо от их этнической принадлежности. Этот план был представлен Временному правительству 11 июня в полдень, когда стало ясно, что ночные события — это не разовый инцидент, а начало полномасштабного конфликта. Атунбаева, по свидетельствам участников того совещания, колебалась: с одной стороны, она понимала необходимость жестких мер, с другой — боялась международной реакции, ведь любые кадры стреляющих солдат могли быть истолкованы как репрессии против мирного населения. Совещание затянулось на несколько часов, драгоценные часы, пока на улицах Оша продолжалась бойня. Когда, наконец, было принято решение действовать согласно плану Шара, произошло нечто странное. Приказ о введении войск достиг командиров на местах с опозданием в несколько часов. Одни командиры утверждали, что вообще не получали никаких письменных распоряжений и действовали на свое усмотрение, другие ссылались на устные указания, противоречившие официальным документам, третьи откровенно признавались, что не понимали, кому подчиняться: министру обороны, начальнику Генштаба или куратору силовых структур ШРУ. В этом хаосе командования кто-то извлек выгоду. По данным, которые стали известны лишь годы спустя, в те дни из Оша и Джалалабада было вывезено имущество на десятки миллионов долларов, не только разграбленные магазины и дома, но и целые партии товаров, якобы конфискованных силовиками для предотвращения мародерства, но так и не вернувшихся законным владельцам. Кто организовал эти вывозы? Кто выписывал пропуска через блокпосты? И главное, почему военные, которые должны были пресекать мародерство, сами оказались вовлечены в систему незаконного обогащения на чужом горе? 14 июня ситуация в Оше стабилизировалась в том смысле, что массовые погромы прекратились, но город погрузился в атмосферу страха и недоверия, где любой мог оказаться жертвой спорадического насилия. Кого-то избивали за этническую принадлежность прямо на улице, женщин подвергали унижениям, которые даже спустя годы жертвы не решаются описать публично. Семьи брали в заложники, требуя выкуп или обмена на пленных с другой стороны. Мародерство продолжалось, несмотря на комендантский час. Ночами по городу рыскали вооруженные группы, грабившие как узбекские, так и кыргызские дома, не делая различий.
словно конфликт превратился из этнического в чисто криминальный, где каждый мог стать добычей. Армейские патрули, наконец получившие ясные приказы, пытались навести порядок, но их было слишком мало, и они прибывали слишком поздно. Свидетели рассказывают о случаях, когда солдаты находили сожженные дома с телами внутри, но не могли установить, кто это сделал, потому что соседи либо молчали из страха, либо давали противоречивые показания. В этой обстановке всеобщей лжи и круговой поруки найти виновных стало практически невозможно, каждый указывал пальцем на другого, и цепочка обвинений уходила в бесконечность. 15 июня, спустя 5 дней после начала трагедии, погромы полностью прекратились, но комендантский час продлили до 10 августа, словно власти боялись, что малейшее ослабление контроля вызовет новую волну насилия. За эти 5 дней, согласно официальным данным Национальной комиссии по расследованию, погибли от 426 до 446 человек, цифры разнятся в зависимости от источника, потому что многие тела так и не были идентифицированы, а некоторые семьи предпочли похоронить своих близких тайно, опасаясь мести. Более 2000 получили ранения, свыше миллиона человек, по оценкам Организации Объединенных Наций, так или иначе пострадали от конфликта, потеряли жилье, имущество, работу, были вынуждены покинуть родное место. И есть еще одна категория жертв, о которой говорят редко, минимум 17 человек числятся пропавшими без вести до сих пор, спустя более 12 лет. Их родственники, такие как матери Семитея Ахметова и Бактияра Качканбаева, до сих пор надеются, что их сыновья живы, что они где-то в тюрьме, в госпитале, в амнезии, но обязательно вернутся. Эта надежда, иррациональная и мучительная, возможно, тяжелее, чем знание о смерти, потому что не позволяет завершить траур и двигаться дальше. Когда все закончилось и наступило время подсчитывать потери и искать виноватых, Балот Шер дал единственное публичное интервью, в котором сказал фразу, ставшую предметом ожесточенных споров: «Я сделал все, что мог, в рамках полномочий, которыми располагал». Эта обтекаемая формулировка не удовлетворила никого, одни обвинили его в трусости и бездействии, другие восхваляли как человека, предотвратившего еще большую катастрофу, третьи видели в нем козла отпущения, прикрывающего своей репутацией истинных виновников. Что именно он имел в виду под полномочиями, которыми располагал? Означает ли это, что кто-то ограничил его право? Или он сам добровольно отказался от применения силы, считая это меньшим злом? Бывший начальник охраны генерала Шера, полковник в отставке Азамат Токтагулов, впервые за 12 лет согласился встретиться, но поставил условие: никаких камер, никаких записей, только разговор с глазу на глаз в его доме на окраине Бишкека. Когда он открыл дверь, первое, что бросилось в глаза, — его руки. Они все еще дрожат, словно тело хранит память о тех днях, когда каждое решение могло стоить жизни. Токтагулов служил рядом с Шером 18 лет, знал его семью, видел генерала в моменты триумфа и отчаяния, и теперь, налив чай в потрескавшиеся чашки, он произнес слова, от которых замирает сердце: «До последней минуты я верил, что мы все контролируем, что есть план, что генерал знает, что делает». Но когда 11 июня я увидел его лицо после звонка из Оша, я понял: мы потеряны. Он смотрел в окно и повторял одну фразу: «Их невозможно остановить без крови, но кровь утопит нас всех». Токтагулов замолчал, вытер ладони о брюки, и в этом жесте читалась вся тяжесть ноши, которую он нес годами, знание того, что произошло за закрытыми дверями, пока страна горела. Что именно он видел? О каких решениях знает, о которых мы — нет? И главное, почему он хранил молчание столько лет, если правда могла изменить судьбы тысяч людей? Существует группа людей, которую журналисты называют последними свидетелями. Это те, кто находился в непосредственной близости от болота Шера в критические дни июня 2010 года, кто слышал его телефонные разговоры, читал входящие депеши, видел, как менялось выражение его лица с каждым новым докладом с юга. Токтагулов — один из 7, кто входил в ближний круг, и единственный, кто наконец решился говорить. По его словам, атмосфера в штабе изменилась еще до официального начала беспорядков. 9 июня, за день до того, как вспыхнет Ош, Шер получил закрытую сводку от разведки, где говорилось о передвижениях вооруженных групп в регионе. Эти люди, около 40 человек, приехали в Ош из разных областей страны, расселились в гостиницах под видом бизнесменов, но при задержании у нескольких обнаружили армейские жетоны и карты города с отмеченными узбекскими кварталами.
Информацию передали в милицию для разбирательства, но утром 10 июня все задержанные были отпущены, документы исчезли, протоколов не существовало, словно эти люди были призраками. Токтагулов рассказывает, когда Шер узнал об освобождении подозреваемых, он бросил трубку на стол с такой силой, что треснул корпус телефона. Генерал был известен своей выдержкой, за все годы службы полковник видел его гневным лишь дважды, и это был третий раз, кто дал распоряжение, кричал Шер в телефон, связавшись с начальником ошской милиции. Ответ, видимо, его не удовлетворил, потому что следующие полчаса он методично обзванивал весь силовой блок, требуя объяснений. Никто не мог внятно объяснить, как произошла утечка и кто санкционировал освобождение потенциальных провокаторов. Это был момент, когда, как считает Токтагулов, генерал впервые осознал, система, которой он руководит, не подчиняется ему полностью, что внутри нее существуют параллельные структуры, действующие по своим правилам. Он сказал мне тогда: «Азамат, готовь машину, мы едем на юг, буду разбираться на месте». Но не успели даже выехать, начался ад. Стоило ли Шеру проявить большую жесткость на этом этапе? Мог ли он арестовать тех, кто саботировал его распоряжение? Или это привело бы к расколу в силовых структурах, что было еще опаснее, чем надвигающийся этнический конфликт? Но еще страшнее то, что случилось после. Когда в ночь на 11 стали поступать первые сообщения о погромах, Шер собрал экстренное совещание. В 2 часа ночи в его кабинете сидели представители всех ключевых ведомств. Токтагулов стоял у двери, пропускал только тех, кто был в списке, и слышал обрывки разговора. Генерал предлагал немедленно перебросить в Ош 2 усиленные роты с бронетехникой, установить блокпосты на въездах в этнические кварталы, ввести расстрел на месте для любого, кто появится на улице с оружием. Большинство кивали, соглашались, но один человек, Токтагулов не называет имени, ссылаясь на то, что это могло бы поставить под угрозу жизнь его семьи, выступил категорически против. Его аргумент звучал благородно: если мы начнем стрелять, международное сообщество приравняет нас к диктатуре, все жертвы апрельской революции окажутся напрасными, временное правительство потеряет легитимность. На бумаге логика безупречна, но в реальности это означало одно: власть парализована страхом перед общественным мнением, пока ее граждане горят заживо в собственных домах. Совещание закончилось компромиссом: войска вводятся, но с запретом на применение оружия, кроме случаев прямой угрозы жизни военнослужащих. Формулировка настолько размытая, что каждый командир мог трактовать ее по-своему. Генерал вышел из кабинета серым, вспоминает Токтагулов, и я спросил: что будем делать? Он ответил: молиться, чтобы они одумались сами. В тот момент полковник понял, решение уже принято, и это решение не остановить кровопролитие, а минимизировать политический ущерб для новой власти. Шер оказался заложником системы, которую сам возглавлял, и его личное мнение, мнение профессионального военного, знающего, что нерешительность убивает не хуже пули, было принесено в жертву коллективной трусости политиков. Но самый мучительный вопрос: согласился ли генерал с этим решением, потому что верил в его правоту, или просто подчинился, не имея сил противостоять? Токтагулов качает головой: я не знаю. До сих пор не знаю. Но я видел, как он плакал, когда ему доложили о сожженных заживо. Видел, как он один сидел в кабинете в 3 часа ночи, уставившись в карту Оша. Видел, как он постарел на 10 лет за эти 5 дней. Можно ли винить человека, который был поставлен перед невозможным выбором? Или вина лежит на тех, кто создал систему, в которой такой выбор вообще стал возможен? То, что происходило в доме болота Шера, пока город Ош превращался в зону боевых действий, его семья хранила в абсолютной тайне 12 лет. И его дочь Айгерим, которая никогда не давала интервью, согласилась встретиться на условиях анонимности, лицо скрыто, голос изменен, но история, которую она рассказала, открывает такую сторону генерала, о которой общественность не подозревала. 10 июня, в тот самый вечер, когда все началось, отец пришел домой позже обычного, около 10 вечера, что было странно, учитывая напряженную ситуацию. Он обнял жену, молча сел за стол, не притронувшись к ужину. Айгерим, тогда студентка 3-го курса, спросила: «Папа, все в порядке?» Он посмотрел на нее так, словно видел впервые. «Нет», — сказал он тихо. «Ничего не в порядке,
и будет только хуже. Мать попыталась отшутиться, сказала, что он слишком много работает, нужно отдохнуть, но отец перебил ее рукой. «Если завтра случится то, о чем я думаю, помните, я сделал все, что мог. И если кто-то придет сюда с вопросами, вы ничего не знаете». Эти слова, произнесенные за несколько часов до начала погромов, звучали как прощание. Всю ночь генерал провел в кабинете, разговаривая по телефону, а утром 11 июня он вышел к семье и сказал: «Я уезжаю. Не знаю, когда вернусь. Если что-то случится, у вас есть контакты, знаете, куда звонить». Жена схватила его за руку. «Что происходит? Скажи правду». Он обнял ее, и Айгерим, стоявшая в дверях, увидела слезы на его лице. Генерал, который никогда не плакал, даже когда хоронил родителей, даже когда терял сослуживцев, стоял посреди гостиной и тихо рыдал, прижимая лицо к плечу жены. «Я не смогу их спасти», — говорил он сквозь слезы. «Я знаю, что нужно делать, но мне не дадут. Они все погибнут, а я буду виноват». Мать не понимала, о ком он говорит, но Айгерим вдруг осознала: отец предвидел катастрофу и знал, что система, частью которой он был, не позволит ему предотвратить ее. После этого они не видели его 5 дней, он не приезжал домой, не звонил, связь с ним поддерживал только адъютант, который коротко докладывал: генерал в штабе, все под контролем. Но контроля не было. Айгерим тайком включала телевизор, смотрела новости: дым над Ашом, беженцы, рыдающие женщины, солдаты с автоматами, стоящие у блокпостов, но не вмешивающиеся. Каждый кадр был обвинением, и она думала: почему папа не останавливает это? Где армия? Где приказы? Лишь годы спустя она узнает, что приказы были, но их либо саботировали, либо выполняли выборочно, либо вообще игнорировали, ссылаясь на неясность формулировок. А ее отец тем временем методично терял рассудок, понимая, что стал марионеткой в игре, правил которой не он устанавливал. 15 июня, когда официально объявили о прекращении беспорядков, генерал вернулся домой. Он похудел, осунулся, в глазах была пустота, какой Айгерим никогда не видела. Семья собралась за ужином, пытаясь сделать вид, что все нормально, но напряжение висело в воздухе. Наконец мать не выдержала: «Болот, что на самом деле произошло? Почему все обвиняют тебя?» Он отложил вилку, вытер рот салфеткой и сказал фразу, которую Айгерим помнит дословно: «Меня обвиняют в бездействии. Но если бы я действовал так, как считал нужным, меня обвинили бы в геноциде. Я выбрал меньшее зло, и теперь буду жить с этим до конца дней». Мать заплакала, Айгерим выбежала из-за стола, не в силах слушать. Она не понимала тогда, какой выбор стоял перед отцом: применить силу, рискуя убить невинных и развязать гражданскую войну, или позволить ситуации развиваться, надеясь, что насилие выдохнется само. Он выбрал второе, и это стоило жизней. Но сколько жизней стоило бы первое? Сотни. Тысячи. Никто не знает, и это незнание — самая жестокая пытка для человека, принимавшего решение. С того дня в доме воцарилась атмосфера молчания, не говорили о работе, о политике, о событиях. Отец стал замкнутым, часами сидел у окна, курил одну за другой, хотя бросил много лет назад. Мать боялась оставлять его одного, опасаясь, что он может наложить на себя руки. Так бывает с людьми, чье чувство долго разрушено осознанием собственного бессилия. Айгерим пыталась поддержать его, говорила: «Папа, ты сделал все, что мог», но он только качал головой: «Не все. Я мог отказаться. Мог уйти в отставку, не став частью этой системы. Но я остался, и теперь их кровь на моих руках тоже». Это был не генерал, говорящий с дочерью. Это был сломленный человек, разрываемый чувством вины за грехи, которые он не совершал, но мог предотвратить, если бы у него хватило смелости разрушить карьеру, репутацию, все, ради чего он жил. Но что разрушает его больше вины — это предательство. Айгерим рассказывает: через месяц после событий к ним домой пришел человек, которого отец считал другом. Они служили вместе, доверяли друг другу, их семьи дружили. Этот человек сел напротив генерала и сказал: «Болот, извини,
но меня вызывали в прокуратуру, спрашивали о твоих действиях в июне, и я вынужден был дать показания». Отец побледнел. «Какие показания?» Друг отвел глаза. «Я сказал правду, что ты колебался, что отказался применить силу, когда это было необходимо». Генерал встал, подошел к двери, открыл ее и произнес одно слово: «Выйди». Друг попытался объясниться, но отец повторил холодно: «Выйди из моего дома и никогда не возвращайся». Айгерим видела, как после ухода этого человека отец сел на пол, прислонившись спиной к стене, и закрыл лицо руками. «Они все спишут на меня», — сказал он сквозь пальцы. «Все, кто принимал решение, отмоются, а я останусь козлом отпущения». И он был прав. В последующих расследованиях его имя фигурировало как главное в списке ответственных, хотя формально он не имел полномочий отдавать приказы без согласования с Временным правительством. Система нашла виноватого, чтобы защитить себя. Была ли это сознательная стратегия или стихийная реакция, неважно, результат один. Генерал Балот-Шер стал символом бездействия, хотя на самом деле был символом трагедии человека, зажатого между долгом и реальностью. Существует медицинский документ, который никогда не публиковали официально, но который дает ключ к пониманию того, что происходило с Балотом-Шером в июне 2010 года и после. Это история болезни из закрытой клиники, куда генерала госпитализировали в конце июля, спустя 1,5 месяца после окончания беспорядков, когда он упал в обморок прямо на совещании у Розы Атунбаевой. Официально говорили о переутомлении и обезвоживании, но документы, к которым получили доступ спустя годы, рассказывают другое. У Шера диагностировали острое психосоматическое расстройство, вызванное длительным стрессом с симптомами посттравматического шокового синдрома. Проще говоря, его психика не выдержала груза ответственности и чувства вины, и тело начало разрушаться в ответ на это внутреннее давление. Врач, лечивший генерала, назовем его доктор, чтобы не подвергать его риску, спустя годы рассказал: это был не просто стресс, это была агония человека, который видел себя виновным в смертях, хотя формально не отдавал приказов убивать. Доктор вспоминает, Шер отказывался спать, потому что каждый раз, закрывая глаза, видел одни и те же кадры: горящие дома, бегущих людей, слышал крики. Это классический симптом посттравматического расстройства, но у генерала он усугублялся навязчивой мыслью: «Я мог это остановить, но не сделал». Врачи предлагали седативные препараты, но Шер отказывался, говорил: «Я не имею права спать спокойно, пока не пойму, что пошло не так». Он требовал доступ ко всем документам, всем отчетам, всем свидетельствам, пытаясь реконструировать цепочку событий и найти момент, когда все еще можно было изменить. Но чем больше он углублялся в детали, тем яснее становилось: система была спроектирована так, чтобы никто не нес персональной ответственности, решения размывались между десятками инстанций, приказы терялись в бюрократической воронке, и в итоге все были виноваты, но никто конкретно. Однако самым тревожным симптомом, по словам доктора, была паранойя. Шер начал подозревать, что за ним следят, что его телефоны прослушиваются, что даже среди медперсонала клиники есть люди, докладывающие кому-то о его состоянии и словах. Он отказывался говорить по телефону, записывал мысли на бумаге, которую потом сжигал. Врач пытался убедить его, что это бред, вызванный болезнью, но генерал ответил фразой, которая заставила доктора задуматься: в стране, где задержанных провокаторов отпускают без протокола, а приказы саботируют на всех уровнях, паранойя — это не симптом, а здравый смысл. И действительно, спустя несколько дней после выписки Шера из клиники, в его доме произошла кража, вынесли служебный портфель с документами, но не тронули деньги и ценности. Генерал не стал заявлять в милицию, сказал жене: «Они взяли то, что хотели, теперь у них есть все, чтобы обвинить меня в чем угодно». Медицинские записи показывают, что в августе-сентябре 2010 года состояние Шера ухудшалось, появились проблемы с сердцем, скачки давления, хронические головные боли. Доктор настаивал на длительном лечении, но генерал отказался: «У меня нет времени болеть. Я должен дать показания, объяснить, что произошло, иначе они перепишут историю так, как им выгодно». Он готовился к выступлению в парламенте, собирал доказательства, искал свидетелей, но в итоге ему так и не дали слова, заседание отменили под формальным предлогом, а дату нового не назначили. Это был момент, когда Шер понял, его не хотят слушать,
потому что правда неудобна для всех. И тогда что-то сломалось в нем окончательно, не резко, не драматично, а тихо, как догорает свеча. Он перестал бороться, перестал объясняться, замкнулся в себе. Родные думали, что он смирился, но доктор К. знал, это была капитуляция человека, осознавшего, что в системе, которая сама себя защищает, голос одного честного человека ничего не значит. В последний раз доктор К. видел Шера в ноябре 2010 года, генерал пришел на контрольный осмотр, похудевший, с провалившимися глазами, но удивительно спокойный. Врач спросил: «Как вы себя чувствуете?» Шер улыбнулся, впервые за месяцы, и ответил: «Я понял одну вещь, доктор, нельзя нести груз, который тебе не дали донести. Я сделал выбор в тех условиях, которые были, и если бы вернулся назад, сделал бы то же самое, потому что альтернатива была хуже». Это не оправдание, это констатация. Доктор К. не уверен, было ли это исцелением или окончательным расщеплением личности, когда человек находит способ жить с непереносимой правдой, убеждая себя в ее необходимости. Но одно он знает точно: генерал Болот Шер так и не оправился полностью, ни физически, ни морально. Он продолжал жить, но это была жизнь призрака, человека, который уже вынес себе приговор и теперь просто отбывал срок до естественного конца. А самая трагичная деталь: в медицинской карте есть запись, сделанная психологом клиники после одной из бесед с генералом. Пациент демонстрирует признаки глубокого экзистенциального кризиса. Повторяет вопрос: если я был прав, почему все погибли? Если я был неправ, почему меня не судят? Не может принять отсутствие однозначного ответа. Рекомендовано продолжить терапию, но прогноз осторожный. Этот вопрос: если я был прав, почему все погибли, и есть ядро трагедии болота Шера. Он действовал по правилам системы, которая обещала защитить его, если он будет следовать процедурам, но система предала его, оставив виноватым перед жертвами и беспомощным перед судом истории. В архивах Министерства обороны Кыргызстана существует папка с индексом DSP-OSH-06-10, доступ к которой имели только 7 человек, включая генерала Шера. Когда в 2012 году независимая комиссия по расследованию событий запросила эти документы, выяснилось, из 317 страниц исчезли 42. Не уничтожены официально, не изъяты по постановлению суда, именно исчезли, словно их никогда не существовало. Нумерация нарушена, есть следы вырванных листов, но ни единого упоминания в регистрационных журналах. Что было на этих страницах? Судя по сохранившимся фрагментам, это оперативные сводки за период с 9 по 13 июня 2010 года, именно те дни, когда принимались критические решения. Член комиссии, историк Кадыр Маликов, позже скажет в закрытом интервью: «Мы нашли край фотографий, на обрывках видны погоны, штабная карта ОША, чьи-то руки, указывающие на районы. Кто-то методично вырезал все доказательства того, что происходило в штабе. Это не небрежность, это зачистка». Архивист, отвечавший за хранение, уволился за неделю до обнаружения пропажи и исчез из страны. Его родственники утверждают, он получил угрозы, боялся за семью, уехал куда-то в Россию под чужим именем. Кто его запугал? И главное, что именно скрывали эти 42 страницы, ради которых человек бросил работу, дом, жизнь и сбежал как преступник? Существует версия, которую озвучивают только шепотом в военных кругах. На этих страницах был полный список присутствовавших на совещании 11 июня в 2 часа ночи, когда Шер требовал немедленного ввода войск с правом применения оружия. Если эта версия верна, то исчезновение документов означает одно: кто-то из участников того совещания не хочет, чтобы его имя всплыло в контексте отказа действовать. Токтагулов, бывший начальник охраны, упоминал одного человека, выступившего против применения силы, но отказался называть имя. Почему? Потому что этот человек сейчас на очень высоком посту, и я не хочу, чтобы моя семья страдала, сказал он, и руки его задрожали сильнее. Айгерим, дочь Шера, рассказывала о друге, предавшем отца, но тоже не назвала фамилию. Все свидетели словно связаны негласным пактом молчания, и этот пакт крепче любого юридического документа, потому что основан на страхе. Маликов вспоминает: когда я начал копать глубже, мне позвонил незнакомый номер. Мужской голос, очень вежливый, сказал:
доктор Маликов, у вас же дочь учится в университете. Было бы обидно, если бы что-то помешало ей закончить учебу. Я повесил трубку, но понял, дальше копать нельзя. После этого звонка Маликов написал в комиссию заявление о снятии с него обязанностей по архивному разделу, сославшись на здоровье, хотя ему было всего 43 года. Но архивы — не единственное место, где исчезают следы. В здании бывшего штаба Южного военного округа Воши, откуда координировались действия войск в июне 2010-го, существовал подвал «Техническое помещение», где хранились записи переговоров по внутренней связи. Эта система фиксировала все разговоры между кабинетами автоматически, без права отключения. Когда в 2011-м прокуратура запросила эти записи, выяснилось, вся пленка за период с 10 по 15 июня отсутствует. Охранник, дежуривший в подвале, показал, 14 июня поздним вечером, когда беспорядки уже стихли, приехали двое в форме офицеров военной полиции. Предъявили предписание на изъятие аудиоматериалов для экспертизы. Я проверил печати, все в порядке, отдал. Больше эти пленки никто не видел. Предписание, естественно, оказалось поддельным, в журнале военной полиции такого документа не регистрировали. Офицеры-призраки, документы-призраки, архивы с дырами, и в центре этой системы исчезновения доказательств стоит один вопрос: кто организовал эту зачистку и зачем? Если Шер действительно бездействовал, как его обвиняют, то почему кому-то понадобилось уничтожать доказательства? Обычно скрывают не отсутствие действий, а их наличие. Не молчание, а слово. Не приказы, которых не было, а приказы, которые были отданы, но саботированы. Следы ведут к событиям 13 июня, дню, когда узбекская община Воши возвела баррикаду на перекрестке Сампа, превратив ее в символ отчаянного сопротивления. Военные рапорты того дня противоречат друг другу фундаментально. Одни командиры докладывали, что получили приказ не трогать баррикаду, позволить людям защищаться, другие утверждали, что приказа вообще не было, каждый решал сам, третьи настаивали, что приказ был прямо противоположным — разогнать любые вооруженные скопления. В архивах сохранился только один документ, косвенно связанный с этим эпизодом: рукописная заметка на полях оперативной сводки, почерк не идентифицирован, текст «Сампа» оставить. Не провоцировать. Ни подписи, ни даты, ни печати. Графолог, изучавший документ, отказался делать выводы, сославшись на недостаточность материала, но неофициально сказал коллеге: почерк человека, находящегося в состоянии крайнего стресса, возможно, под воздействием алкоголя или сильных медикаментов. Буквы дрожащие, нажим неравномерный. Писал кто-то, кто физически едва держал ручку. Шер в те дни действительно принимал сильные успокоительные, это подтверждают медицинские записи. Но мог ли человек в таком состоянии принимать решения, от которых зависят сотни жизней? И если мог, должен ли был? Система поставила во главе силовых структур человека, который физически и психологически разрушался на глазах, и никто не остановил эту машину смерти, работающую на автопилоте. Самый странный эпизод связан с исчезновением дневника Шера, документа, который генерал вел всю жизнь, записывая ключевые события, решения, размышления. Айгерим вспоминает: отец хранил дневники в сейфе дома, там было 30 с лишним томов за все годы службы. После его смерти мы открыли сейф, не хватало одного тома за 2010 год. Именно того, где должны быть записи об июньских событиях. Сейф не взламывали, код знали только трое: сам Шер, его жена и дочь. Это означает, либо генерал уничтожил дневник сам, либо кто-то узнал код и изъял том, не оставив следов. Жена настаивает на втором варианте. Болот никогда не уничтожал записи, для него это было святым — документировать правду для истории. Если дневник исчез, значит, и его украли. Но зачем? Ведь личные записи не имеют юридической силы, не являются доказательствами в суде. Если только там не было чего-то настолько взрывного, что даже в форме личного дневника могло разрушить чью-то карьеру, репутацию, жизнь. Маликов высказал гипотезу: может быть, Шер записал имена тех, кто саботировал приказы, кто угрожал, кто предлагал сделку. И эти имена сейчас на слуху, во власти, в бизнесе.
Представьте скандал, если дневник всплывет. Но дневник не всплыл. Прошло 12 лет, а эти 42 страницы архивов, аудиопленки переговоров, рукописный дневник генерала — все растворилось в небытии, оставив лишь пустоту, в которой каждый может нарисовать свою версию событий. И эта пустота — не случайность, а результат чьей-то кропотливой работы по стиранию правды. Генерал Болот Шер в июне 2010 года был мужчиной 53 лет, но выглядел на все 65. 32 года военной службы наложили отпечаток, седина покрывала виски с 28 лет, глубокие морщины вокруг глаз выдавали человека, привыкшего щуриться на полигонных ветрах, спина сутулилась несмотря на военную выправку, результат старой контузии, полученной еще в Афганистане. Но настоящие изменения начались после 7 апреля, когда его назначили куратором силовых структур. Фотографии того периода показывают пугающую трансформацию. На снимке 9 апреля подтянутый офицер с ясным взглядом, на фото 20 мая, спустя 1,5 месяца, осунувшееся лицо, темные круги под глазами, губы сжаты в тонкую линию. На кадрах 15 июня, в день объявления о прекращении беспорядков, почти старик, щеки провалились. Кожа серого оттенка, взгляд пустой, словно душа покинула тело, оставив только оболочку, механически выполняющую функции. Военный врач, наблюдавший Шера в тот период, позже скажет: за 2 месяца этот человек постарел на 10 лет. Я видел такое только у фронтовиков, переживших контузию и плен. Организм буквально пожирал сам себя под воздействием стресса. Физиология власти жестока. Когда человек несет ответственность за жизни тысяч людей, тело начинает реагировать на каждое решение как на угрозу выживанию. Уровень кортизола, гормона стресса, в крови Шера в июне 2010-го был в 3 раза выше нормы. Это подтверждают анализы, сделанные во время госпитализации в июле. При таком уровне организм находится в состоянии постоянной боевой готовности, сердце работает на пределе, сосуды сужены, пищеварение нарушено, иммунитет подавлен. Врачи предупреждали, если не снизить нагрузку, возможен инфаркт или инсульт. Шер отказался брать больничный, продолжал работать, и тело мстило. Его начальник штаба вспоминает, как генерал терял сознание прямо на совещаниях, но приходил в себя и продолжал докладывать, словно ничего не произошло. Ночами его мучили приступы тахикардии, сердце билось так быстро, что казалось, вырвется из груди. Он вызывал дежурного медика, тот делал укол, через полчаса Шер снова был за рабочим столом. Один из адъютантов рассказывал: я входил в кабинет ночью с документами, генерал сидел, держась за край стола, лицо белое, пот струился по лбу. Я спросил: вызвать врача? Он покачал головой, потом: сейчас некогда. Некогда умирать, вот как это звучало. Но страшнее физического распада был распад ментальный. Токтагулов, начальник охраны, описывает момент перелома. 14 июня утром, когда доложили о том, что в узбекских кварталах обнаружено тело женщин и детей, генерал встал из-за стола, подошел к окну и простоял так час. Просто стоял, глядя в пустоту. Я не решался его беспокоить. Потом он повернулся, и я увидел, это уже не тот человек, которого я знал. Глаза мертвые, голос монотонный, движения автоматические. Словно кто-то вынул его душу и вставил механизм. Психологи называют это диссоциацией, защитной реакцией психики, когда реальность становится невыносимой. Сознание отделяется от эмоций, человек продолжает функционировать, но внутри — пустота. Шер продолжал отдавать приказы, подписывать документы, проводить совещания, но делал это как робот, запрограммированный на выполнение функций. Эмоциональная связь с происходящим оборвалась, иначе он просто сошел бы с ума. Существует видеозапись закрытого совещания 21 июня, спустя 6 дней после официального прекращения беспорядков 15 июня, где Шер докладывает Временному правительству о ситуации на юге. Запись никогда не публиковали, но копия попала к журналистам спустя годы. На ней видно, генерал читает текст монотонно, запинается на простых словах, несколько раз теряет нить, молчит по 10-15 секунд, глядя в бумаги, словно забыл, что говорил. Атунбаева прерывает его: «Болот Асанович, вы себя плохо чувствуете?» Он поднимает голову, и камера фиксирует его лицо крупным планом, отсутствующий взгляд, дрожание нижней губы, капля пота скатывается по виску.
«Все нормально», — отвечает он, продолжаю доклад. Но голос звучит так, словно говорит человек под гипнозом. Один из членов правительства позже скажет: «Мы поняли, с ним что-то не так, но не осознавали масштаба. Думали, просто устал». На самом деле он разрушался изнутри, а мы продолжали требовать от него решений, словно он машина, а не живой человек. После этого совещания Шера отправили в отпуск, но он отказался уезжать из Бишкека, поселился на служебной даче, откуда продолжал звонить в штаб, требовать отчеты, давать указания. Адъютант вспоминает: это была мания контроля, он боялся, что если отпустит хоть на минуту, все рухнет окончательно. Он уже не доверял никому, даже себе. К августе 2010 года физическое состояние Шера стало критическим, вес упал на 12 килограммов, артериальное давление скакало от 120 на 80 до 180 на 110, начались проблемы с памятью, он мог забыть, о чем говорил 5 минут назад, путал даты, имена, место. Военный врач настоял на госпитализации, угрожая докладом вышестоящему командованию. В клинике обнаружили целый букет заболеваний: язва желудка, начальная стадия гипертонического криза, аритмия, хроническая бессонница, депрессия тяжелой степени. Это не болезнь старика, это разрушение организма человека, который 2 месяца жил в режиме выживания, когда каждый день мог стать последним. Есть деталь, о которой мало кто знает. В сентябре 2010 года, через 3 месяца после событий, у Шера начали сидеть волосы с пугающей скоростью. За 1 месяц они стали полностью белыми, феномен, который медики называют внезапным поседением от стресса. Парикмахер, стригший генерала много лет, рассказывает: «Я увидел его в октябре, не узнал. 3 месяца назад это был мужчина с сединой на висках, сейчас передо мной сидел седовласый старик. Я спросил: что с вами случилось?» Он ответил: «Я видел ад, и ад оставил свой след». Это не метафора. Биологи подтверждают, что сильнейший стресс может вызвать быструю потерю пигмента в волосах, когда организм перенаправляет все ресурсы на выживание, жертвуя несущественными функциями. Но для Шера это было символичнее. Белые волосы стали клеймом человека, прошедшего через испытания, которые не проходят безнаказанно. Его дочь Айгерим вспоминает: «Когда я увидела папу после его возвращения из больницы, я расплакалась. Передо мной стоял не мой отец, а его призрак, белоголовый, сгорбленный, с потухшими глазами. Я обняла его и почувствовала, он стал легким, словно состоял из пустоты. Это ощущение пустоты останется с ним до конца дней, физическое тело продолжало существовать, но человек внутри умер в те июньские дни, когда система, которой он служил, пожрала его заживо». Но самое страшное не физические увечья, это разрушение веры в смысл служения. Шер всю жизнь верил: если ты делаешь свой долг честно, если следуешь правилам, если не предаешь принципы, система защитит тебя. Июнь 2010 разбил эту веру вдребезги. Оказалось, система не защищает, а она пожирает тех, кто пытается спасти ее от самой себя. Оказалось, честность — не добродетель, а слабость, которой пользуются циники. Оказалось, человек, пытающийся принять правильное решение в условиях хаоса, обречен стать виноватым независимо от выбора. Под резиденцией Временного правительства в Бишкеке существовали туннели и бункеры, о которых даже современные архитекторы не знают сегодня. Построенные еще в советское время как часть системы гражданской обороны, эти коридоры связывали ключевые здания столицы, Дом правительства, штаб-квартиру КГБ, военный округ. После распада Союза о них забыли, картографию засекретили, входы замуровали или спрятали за фальшивыми стенами. Но в ночь с 10 на 11 июня 2010 года охранник служебного входа в здание, где располагался кабинет Болота Шера, заметил странное: генерал спустился в подвал с фонариком и картой, провел там около 40 минут, вернулся бледный, с грязными руками и разорванным рукавом кителя. На вопрос охранника: что случилось? Шер ответил коротко: проверял маршруты. Какие маршруты? Куда они вели? И главное, зачем генералу, отвечавшему за подавление беспорядков на юге, понадобилось изучать подземные ходы в столице за несколько часов до катастрофы? Существует версия, которую озвучивают только самые циничные аналитики: Шер готовил пути отступления. Не для себя,
для руководства Временного правительства на случай, если ситуация выйдет из-под контроля и толпа двинет на столицу. Эта версия объясняет многое, почему генерал отказывался применять жесткую силу на юге, опасаясь спровоцировать волну по всей стране, почему держал в резерве войска вокруг Бишкека вместо переброски их в Ош, почему в критические дни советовал членам правительства держать семьи наготове к эвакуации. Токтагулов, начальник охраны, подтверждает, 11 июня днем Шер лично проинструктировал его о действиях на случай штурма здания, куда вести охраняемых лиц, какие коды использовать для открытия спецвыходов, где ждут машины. Это были инструкции человека, готовившегося к худшему сценарию. Но самое страшное, среди тех, кого следовало эвакуировать в первую очередь, не было имени самого Шера. Словно генерал изначально не планировал спасаться вместе с теми, кого защищал. Бункер под зданием правительства рассчитан на пребывание 15 человек в течение 2 недель, запасы воды, консервы, радиостанция с автономным питанием, медикаменты. Когда журналисты спустя годы получили доступ к этому помещению, обнаружили интересную деталь. На стене висела карта Кыргызстана, вся исписанная пометками карандашом. Даты, координаты, стрелки, показывающие направление движения. Эксперт определил почерк «Болот-Шер». Судя по меткам, генерал просчитывал сценарий развития событий, моделировал распространение беспорядков из Оша на другие города Джалалабад, Баткен, затем на север Токмок, Кант, Бишкек. На карте красным обведен финальный периметр обороны, квадрат площадью примерно 5 кварталов в центре столицы, включающий резиденцию, парламент, Центральный банк. Это была карта капитуляции. Если все рухнет, власть замкнется в этом квадрате и будет держаться до прибытия внешних сил российских миротворцев, которых Атунбаева просила ввести уже 12 июня. Но миротворцы не пришли. Москва колебалась, опасаясь увязнуть в этнический конфликт, где любое действие будет истолковано как поддержка одной из сторон. Вашингтон заявлял о невмешательстве. Ташкент закрыл границу, опасаясь наплыва беженцев. Бишкек остался один, и Шер понимал, если юг вспыхнет полностью, у него нет ни сил, ни средств удержать хаос. Адъютант генерала вспоминает разговор 13 июня. Шер сидел в бункере, изучая карту при свете фонаря, хотя в здании было электричество. «Почему здесь, товарищ генерал?» — спросил адъютант. «Здесь тихо», — ответил Шер. «Здесь не слышно, как разваливается страна». Он обвел пальцем красный квадрат на карте. «Если дойдет до этого, мы потеряем все. Это будет конец Кыргызстана как государства». Адъютант замолчал, не зная, что ответить. Шер продолжал: «Но если я дам команду стрелять без разбора, конец наступит быстрее». Это был выбор между агонией и быстрой смертью, и генерал пытался найти третий путь, продлить агонию в надежде, что кто-то вмешается, кто-то остановит кровь. Но никто не вмешался. Экономический след ведет к людям, которые не просто использовали хаос, а, возможно, создали его. По данным независимых экспертов, в период с 10 по 20 июня 2010 года из Оша и Джалалабада были вывезены товары на сумму около $50 миллионов. Официально это называлось конфискацией для предотвращения мародерства, но ни один из изъятых товаров не был возвращен владельцам. Грузовики с барахолок, электроникой, стройматериалами, продуктами шли через блокпосты, кто-то выписывал пропуска, ставил печати, подписывал накладные. След этих грузов терялся в приграничных зонах, где товары перепродавались в Узбекистан, Казахстан, Россию. Экономист Талант Исаев, изучавший схемы оттока капитала, говорит, это была не стихийная кража, это была организованная операция с участием силовых структур, таможни, транспортных компаний. Кто-то координировал процесс, кто-то получал долю с каждого груза. Мы попытались проследить финансовые потоки, уперлись в офшоры и подставные фирмы. Но один факт очевиден. После июня 2010 года несколько бизнесменов, близких к силовым структурам, резко разбогатели. Их активы выросли в разы за год. Откуда деньги? Официально – удачные инвестиции. Неофициально – дележ награбленного. Через 3 года после Ошских событий, в 2013 году, в Кыргызстане произошла странная серия назначений на ключевые посты.
5 человек, чьи имена звучали в закрытых совещаниях июня 2010-го, получили повышение, которые со стороны выглядели как награда за верность. Первый — бывший заместитель министра внутренних дел, тот самый, кто отвечал за координацию милицейских сил на юге, стал советником президента по вопросам безопасности. Второй — командир воинской части, расквартированной в Оше, который якобы не получал приказов о вмешательстве, возглавил департамент кадров Министерства обороны. Третий — прокурор, ведший расследование событий и закрывший большинство дел за недоказанностью, получил должность в Верховном суде. Четвертый — бизнесмен, чьи склады в Оше загадочным образом не пострадали во время погромов, стал владельцем крупнейшей строительной компании, выигравшей тендер на восстановление разрушенных районов. Пятый — журналист, писавший материалы, обвиняющие Шера в бездействии, получил пост пресс-секретаря в одном из министерств. Совпадение. Или системная награда тем, кто сыграл свою роль в операции по созданию козла отпущения. Была ли Шер частью этой системы или ее жертвой? Финансовые эксперты изучили его счета, никаких подозрительных поступлений, скромные накопления офицера, живущего на зарплату. После смерти генерала семья обнаружила долги, он брал кредиты на лечение жены, образование дочери. Если Шер и участвовал в схеме обогащения, то забыл взять свою долю. Айгерим вспоминает, после событий к папе приходили люди, предлагали деньги, якобы компенсацию за стресс, благодарность за службу. Он выгонял их. Говорил: «Вы хотите купить мое молчание, но я не продаюсь». Один из визитеров был особенно настойчив, приезжал трижды, последний раз с чемоданом, набитым долларами. Шер открыл чемодан, посмотрел на деньги, затем швырнул чемодан в лицо посетителю: «Убирайся, пока я не вызвал охрану». Этот человек, по словам Айгерим, сейчас занимает высокий пост в правительстве. Она не называет имени, но намек понятен: те, кто хотел заткнуть рот генералу за деньги, а затем за угрозы, сегодня во власти. А сам Шер в безвестности, его имя упоминают редко, и всегда с приставкой «генерал», обвиняемый в бездействии. История написана победителями, и в этой истории нет места неудобным свидетелям. Почему же Шер не заговорил публично, не назвал имена, не предъявил доказательства? Ответ, возможно, кроется в его характере. Он был военным старой школы, для которого субординация священна, а публичное разоблачение начальства — предательство. Даже когда его предали, он не мог переступить через этот внутренний кодекс. Токтагулов вспоминает: «Я говорил ему: Болот Асанович, напишите книгу, расскажите правду, у вас есть документы». Он качал головой: «Я давал присягу служить государству, а не разрушать его. Если я начну разоблачение, страна расколется окончательно». Это была логика человека, ставящего абстрактное понятие долга выше собственной репутации и даже справедливости. Но эта логика сыграла на руку тем, кто использовал его как щит, зная, что Шер не заговорит из принципа, а они спокойно сваливали на него вину, превращая в символ провала. А генерал молчал, потому что считал, молчание офицера — последняя услуга разваливающейся системе, попытка сохранить хоть видимость порядка в хаосе взаимных обвинений. Но кто на самом деле стоял за всем этим? Кто координировал действия провокаторов, освобождал задержанных, саботировал приказы, уничтожал улики, обогащался на трагедии? Существует ли единый кукловод, или это была стихийная игра множества игроков, каждый из которых преследовал свои цели? Исаев предлагает модель: не ищите заговор в классическом смысле. Это была экосистема коррумпированных чиновников, циничных бизнесменов, амбициозных силовиков, каждый из которых видел в хаосе возможность. Они не договаривались заранее, просто каждый интуитивно понимал, как действовать, чтобы извлечь выгоду. Система коррупции работает как рой, нет центра управления, но есть коллективное поведение, направленное на общую цель обогащения. Если эта модель верна, то искать главного злодея бессмысленно, зло распределено, размыто, оно в самой структуре власти, где каждый винтик смазан взятками и каждый механизм настроен на извлечение ренты из чужих страданий. Шер пытался противостоять этой системе, играя по ее правилам, и потерпел поражение, потому что правила были написаны так, чтобы честные проигрывали, а циники побеждали. Среди тех, кто находился рядом с болотом Шером в июне 2010-го,
существовала негласная группа 7 человек, знавших все о его решениях, страхах, планах. Это были не просто подчиненные или коллеги, это был внутренний круг, последний бастион доверия в мире предательств. Токтагулов, начальник охраны, полковник Эрмек Бакиров, начальник оперативного отдела, майор Азиз Турдубеков, адъютант, доктор, личный врач, связист капитан Марат Асанов, обеспечивавший секретную связь, водитель Кубатбек Осмонов, возивший генерала 20 лет, и еще один человек, чье имя не называют до сих пор, назовем его седьмой. Именно этот седьмой, по словам осведомленных источников, вел параллельное расследование, тайно собирал улики, фиксировал нестыковки в приказах, записывал разговоры, в которых проскакивали намеки на саботаж. Шер знал об этом, но не останавливал, возможно, надеялся, что однажды эти материалы станут доказательством его невиновности. Но после событий седьмой исчез, по одной версии, уехал за границу под чужим именем, по другой, его убрали те, кто боялся утечки информации, по третьей, он до сих пор где-то здесь, под другой личностью, храня архив правды и ожидая момента, когда ее можно будет обнародовать безопасно. Эта группа 7 была последним шансом Шера остановить катастрофу. 12 июня, когда стало ясно, что официальные каналы управления парализованы, генерал собрал их в своем кабинете поздним вечером. Разговор длился 3 часа, записи не велись, но Токтагулов спустя годы восстановит суть. Шер предложил действовать в обход официальных структур, создать мобильные группы из надежных офицеров, которые поедут в Ош и будут наводить порядок на местах силой убеждения, а если не сработает, то силой оружия. Это был план отчаяния, граничащий с мятежом. Генерал, фактически, предлагал создать параллельную военную структуру, подчиненную только ему, игнорирующую решения Временного правительства. Риск был колоссален. Если план провалится, его обвинят в попытке переворота. Если сработает, все равно обвинят, но хотя бы жизни будут спасены. 5 из 7 согласились немедленно. Один, доктор К, отказался, сказав, что это самоубийство и для генерала, и для страны. Он вышел из кабинета и больше не участвовал в обсуждении. Седьмой молчал долго, затем произнес фразу, которую Токтагулов помнит дословно. «Если мы это сделаем, нас всех уничтожат, может, не сразу, но уничтожат». Готовы ли вы к этому? Готовы ли они были? Каждый задавал себе этот вопрос, глядя в усталые глаза генерала. Шер не давил, не приказывал, просто сидел и ждал, понимая, что просит людей пожертвовать карьерой, свободой, возможно, жизнью ради идеи, которая может оказаться бесполезной. Бакиров, начальник оперативного отдела, встал первым: «Я с вами». Турдубеков, адъютант, кивнул. Асанов, связист, сказал: «Моя семья поймет». Осмонов, водитель, улыбнулся. «Болот Асанович, я 20 лет за вами езжу, не остановлюсь сейчас». Седьмой последним произнес: «Я сделаю свою часть, но обещайте одно: если мы провалимся, вы не назовете мое имя. У меня есть причины остаться в тени». Шер пожал ему руку: «Обещаю». План был прост. Завтра, 13 июня утром, 20 человек, по 4 на каждого из 5, сядут в военные машины и поедут в Ош. Без официальных приказов, без бумаг, только с личной печатью Шера и оружием. Их задача — остановить погромы любой ценой, защитить мирных с обеих сторон, найти провокаторов и обезвредить. Шер понимал, это последняя карта, которую он может разыграть. Если не сработает, он становится бунтовщиком, а не спасителем. Но карту украли из колоды еще до раздачи. Утром 13 июня, когда группы готовились к выезду, в кабинет Шера ворвались военные прокуроры в сопровождении вооруженного конвоя. Предъявили постановление об аресте 4 из тех, кто должен был ехать в Ош, формально за нарушение устава, неповиновение приказам, самовольное использование военной техники. Обвинения абсурдные, поскольку никто еще ничего не сделал, но формально подкрепленные рапортами от анонимных сослуживцев, якобы ставших свидетелями подготовки к незаконным действиям. Токтагулов вспоминает: генерал побледнел, когда понял, нас сдали. Кто-то из 7 или кто-то, подслушивавший разговор, доложил наверх. Операцию слили до ее начала. Шер пытался звонить Атунбаевой, требовать объяснений, но его не соединили. Вместо этого пришел заместитель министра обороны и холодно сообщил:
генерал, вам предписано воздержаться от любых самостоятельных действий до особого распоряжения. Это был арест под видом заботы, изоляция под предлогом субординации. Кто сдал план? Доктор К, покинувший совещание. 7, потребовавший анонимности. Или кто-то прослушивал кабинет, зная, что Шер на грани бунта. Токтагулов считает, прослушка. В те дни никому нельзя было доверять, даже стены имели уши. Кто-то наверху решил, что генерал стал слишком непредсказуем, и нужно его нейтрализовать до того, как он натворит дел. Бакиров, которого арестовали тогда, сидел в гарнизонной гауптвахте 3 дня, потом отпустили без объяснений, но карьера была разрушена, уволили через полгода по сокращению штата. Турдубеков перевели на Иссык-Куль, подальше от Бишкека, на должность начальника хозяйственной части, понижение, которое для боевого офицера равноценно пощечине. Асанова вообще списали по здоровью, хотя медкомиссия не нашла ничего серьезного. Всех участников той ночной встречи методично выдавили из системы, распылили по периферии, заткнули страхом или увольнением. Осталась только 5, те, кого не успели арестовать, и 7, который исчез в неизвестность, прихватив с собой записи и документы. Если его версия правда существует, она где-то там, в тени, ожидая часа, когда страна будет готова услышать ее без риска нового раскола. Шер после провала операции замкнулся окончательно. Токтагулов вспоминает их последний разговор 14 июня вечером. Генерал сидел у окна, смотрел на город и сказал: «Азамат, я проиграл. Я пытался играть по правилам, потом пытался играть против правил, но оказалось, игра вообще не для таких, как я. Ее выигрывают те, кто пишет правила, а не исполняет их». Это было признание поражения человеком, всю жизнь верившим, что честность и долг — достаточные инструменты для победы. Он ошибся, и цена ошибки — сотни погибших, миллионы пострадавших, страна на грани гражданской войны. Можно ли было спасти ситуацию, если бы план 13 июня сработал? 20 человек, даже самых решительных, против тысяч погромщиков, мародеров, провокаторов, шансы были ничтожны. Но Шер верил, иногда символ важнее силы. Если бы военные вошли в Ош не как наблюдатели, а как защитники всех без разбора, если бы встали между враждующими сторонами и сказали: «Через нас не пройдете», возможно, это охладило бы горячие головы. Возможно, спасло бы хотя бы несколько жизней. Но мы никогда не узнаем, план убили до рождения, а генерал до конца дней корил себя за то, что не начал действовать раньше, не рискнул сильнее, не плюнул на систему, которая предала его и страну. Есть еще одна версия, почему план слили, его предали не извне, а изнутри. 7, который исчез после событий, возможно, был двойным агентом, работал на Шера, но одновременно докладывал кому-то из высокопоставленных чиновников или силовиков, заинтересованных в том, чтобы генерал не вмешался в хаос. Эта версия объясняет, почему 7 требовал анонимности, почему исчез так быстро, почему его материалы никогда не всплыли. Если он действительно был предателем, то сейчас живет где-то под чужим именем, с чемоданом денег и грузом вины, который невозможно смыть. Токтагулов не верит в эту версию, 7 рисковал наравне с нами. Если бы он работал на другую сторону, зачем ему было участвовать в самоубийственном плане? Но есть и контраргумент: лучший способ контролировать оппозицию — возглавить ее. 7 мог согласиться на план именно для того, чтобы знать все детали и вовремя сорвать операцию. Правду мы узнаем, только если он когда-нибудь заговорит. Но молчание длится 12 лет, и каждый день делает его речь все менее вероятной, потому что чем дольше молчишь, тем опаснее нарушить молчание. Последний шанс был упущен 13 июня, и после этого Шер превратился в функцию, подписывал документы, докладывал правительству, координировал то, что еще поддавалось координации, но внутри он уже капитулировал. Айгерим вспоминает его слова спустя месяц после событий: «Я пытался спасти страну, но страна не хотела, чтобы ее спасали. Она хотела, чтобы ее оставили истекать кровью, пока те, кто наживается на крови, не насытятся». Это был циничный итог идеалиста, осознавшего, что мир устроен не так, как его учили в военном училище.
Но даже в этом цинизме сквозило что-то трагически благородное. Шер не озлобился, не начал мстить, не написал разоблачительных мемуаров. Он просто замолчал, ушел в себя, доживал отпущенное время как пленник собственной совести, которая шептала: «Ты мог сделать больше, рискнуть сильнее, пожертвовать собой, но не жертвами». И этот шепот никогда не прекращался, до самого конца. 22 декабря 2021 года началось как обычный зимний день в Бишкеке. Серое небо, мороз -15, снег скрипит под ногами. Болот Шер проснулся в 8 утра, по привычке, выработанной за 30 с лишним лет службы, хотя в отставке был уже 9 лет. Жена приготовила завтрак, а они молча поели. Разговоров в их доме стало мало после июня 2010-го, словно слова потеряли смысл, когда так много осталось невысказанным. Шер вышел на крыльцо, покурил, привычка, от которой так и не смог избавиться, посмотрел на горы вдали, укутанные утренней дымкой. Сосед помахал через забор, крикнул: «Болот Асанович, с наступающим!» До Нового года оставалось 9 дней. Шер кивнул, затушил сигарету и вернулся в дом. Жена спросила: «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил он, хотя это была ложь. Сердце покалывало с утра, давление, судя по ощущениям, зашкаливало, но он не хотел снова ехать к врачам, выслушивать рекомендации, глотать таблетки. Он устал от лечения, устал от жизни, которая перестала быть жизнью и превратилась в механическое существование между завтраком и сном. Днем Шер сидел в кабинете, листал старые альбомы, фотографии молодости, сослуживцы, которых уже нет, награды, которые теперь казались насмешкой. Айгерим зашла навестить, привела внучку, девочку 5 лет, которая прыгала по комнате, смеялась, не зная, какой груз несет дедушка, сидящий в кресле с отсутствующим взглядом. «Папа, ты обещал рассказать Айсулу про Афганистан», — напомнила дочь. Шер улыбнулся натянуто: «В другой раз». Айгерим заметила, он еще больше осунулся, кожа на лице натянулась, глаза ввалились. «Папа, ты ходил к кардиологу». «Не успел», — соврал он. Правда была проще и страшнее. Он не хотел идти, потому что знал, что врач скажет: «Вам нужно лечь в больницу, у вас критическое состояние». А Шер не собирался больше лежать в больницах, слушать жужжание аппаратов, чувствовать жалость медсестер. Он хотел дожить свой срок дома, среди своих вещей, в окружении семьи, не обременяя их еще больше. Вечером они смотрели новости. Очередной политический скандал, коррупция в министерствах, протесты в регионах. Кыргызстан продолжал балансировать на грани хаоса, и каждый новый кризис напоминал Шеру о том июне, когда все начало рушиться. Он выключил телевизор, не договорив фразу: «Все повторяется». Жена посмотрела на него с тревогой, но промолчала. Она научилась не задавать вопросов, на которые нет ответов. В 10 вечера Шер поднялся в спальню, лег на кровать, не раздеваясь. Боль в груди усилилась, левая рука онемела, но он не позвал жену, не взял телефон, чтобы вызвать скорую. Он просто лежал, глядя в потолок, и думал о том, что если сейчас все закончится, возможно, это будет милосердием. Милосердием для человека, который 11 лет носил в себе вину за то, что не смог предотвратить, и стыд за то, что не посмел нарушить присягу ради правды. Утром 23 декабря жена обнаружила его в той же позе, лежащим на спине, с открытыми глазами, смотрящими в пустоту. Врачи скорой помощи констатировали смерть, наступившую, по их оценке, около 2 часов ночи. Официальная причина — острая сердечная недостаточность, обширный инфаркт. Никаких подозрительных обстоятельств, никаких следов насилия. Просто остановилось сердце 63-летнего мужчины, измотанного стрессом, болезнями, грузом невысказанной правды. Похороны прошли скромно, пришли родственники, несколько сослуживцев, Токтагулов с опухшим от слез лицом. Официальные лица не приехали. От правительства прислали стандартный венок с лентой генерал-майору Шеру от благодарного Кыргызстана. Токтагулов посмотрел на этот венок и тихо сказал Айгерим: благодарный Кыргызстан забыл о нем еще при жизни. Через месяц после похорон к Айгерим пришел человек, представившийся другом отца. Он отказался называть свое имя, но она узнала его по описанию «7». Он передал ей запечатанный конверт,
Ваш отец просил отдать это вам, если с ним что-то случится. Я хранил это 11 лет. Теперь это ваша ответственность — решить, когда и кому показать. Внутри оказались документы, распечатки переговоров, фотографии, записи разговоров, все то, что Седьмой собирал в июне 2010-го. Доказательства саботажа, имена тех, кто блокировал приказы, кто отзывал войска, кто освобождал задержанных провокаторов. Айгерим спросила, почему вы не обнародовали это раньше? Седьмой ответил, ваш отец запретил. Сказал, пока я жив, эти документы остаются в тени. Мое молчание — последняя услуга стране, которая меня предала, но которой я служил до конца. Но после моей смерти решайте сами. Он развернулся и ушел, растворившись в зимних сумерках. Айгерим больше никогда его не видела. Сегодня эти документы лежат в сейфе одного из независимых журналистов Бишкека. Айгерим передала их спустя 2 года, попросив об одном — не публиковать, пока живы люди, чьи имена там упомянуты и чьи семьи могут пострадать. Журналист согласился. Значит ли это, что правда останется похороненной навсегда? Или однажды, когда новое поколение вырастет без страха перед теми, кто творил историю в июне 2010-го, эти страницы увидят свет? История болота Шера — это не просто история одного генерала, не справившегося с хаосом. Это история системы, пожирающей тех, кто пытается спасти ее от самой себя. Это история о том, как в критический момент государство оказывается заложником не внешних врагов, а внутренних демонов, коррупции, трусости, цинизма, предательства. И самое страшное, эта система жива до сих пор, она ждет следующего кризиса, следующего честного человека, который попытается остановить хаос и будет раздавлен между долгом и реальностью. Вопрос только один: кто будет следующим? И готовы ли мы наконец услышать правду, какой бы невыносимой она ни была?